Доброе утро из Кады. Сейчас самая главная цель заправиться. Это разве в очередь? Это вообще ни о чем. Нет. Цена бензина 68 рублей. И трасса, можно сказать, совершенно пустая. Просто стоят, ждут, бенза нет. Торговый центр. Сейчас ты увидишь набережную справа. Торговый центр Рио. Немножечко не туда мы съехали. Кострома сырная. Подъезжаем к Ярославлю. Направо Ярославль, налево Москва. Тут ремонт идет. Прямо рядышком с музеем космоса. Я буду утепляться. Мы переоделись. Я дома-то так не езжу. Вот еще только выехали в часть дома. Вот это столовая, но она, к сожалению, закрыта. Едем голодные. У нас в Коме на Федералке такой нет. Ух ты, это очередь. Углич. Углич. Чудесный парк. Так интересно. Смотрите, что я вижу. Углич. Ух, сколько тут. Гулять, не перегулять. До 24. Так, разворачиваем. Ой, ну ладно. В ожидании блюд. Блюда заказали. Есть голод? Да. Тут лапша с цыпленком. А ты что взяла? У тебя там что? У меня паста с уткой. Эту отдам. Будешь? Попробуешь, и это получится. Ну, половину потом. У нас пришел десерт. А нет? Это мы идем по парку Победы. А, ну вот, вечно огонь горит. Кинотеатр под открытым небом. А, 11 даже? Ну как здесь, да. Ой, как красиво. И мы догадались хоть куртки взять. А прикинь, такие, ой, жарко, перебанали. Ну посмотрим просто.
Угличский Кремль, музей истории велосипедов. 7 минут Угличский Кремль туда. Объемные. Вот здесь. Музей тут. Пойдем? Это что выкинула? Морские эти запасы? Вот он. Ну что? Ой! Ой, какая теплая-то она. А что такая теплая-то? Обалдеть. Смотри, як поднимается слева. Видишь, Ань? Такие двухэтажные домики. Бумажный дом. Ресторан. Ну что? Каланча пожарная. На ночи светится. Где вот там старый занят, видишь? Да. Купец. Винно-водочный магазин. Табачная лавка. Мороженое. Они заметили? Все понятно. Вот так девушка сказала, что это медвежья тропа. Ее недавно вот сделали. Вот. Мишка. Музей водки. Вова тут был. Я не был. Ну и как? В 2006 году. Водку давали пробовать? 20 лет назад. Нет. Нет? После этого ты перестал пить водку? Да, мало количество. А что-то, смотрите, какой-то концерт, что ли, будет? Подарки, сувениры, часы. Ну и куда мы там идем? Идем к нашему выходу. Нет, это мы идем по Новому Арбату. Скорее всего, он еще пока не готов, идет вовсю реставрация домов. Вот, видите, это уже отреставрированы. Вот это реставрируют, а вот тут будут реставрировать. И вот все сделают в одном стиле, вот в таком. Видите, уже и плиточка, все выложено. Вот такая красота. И мы выходим прямо на церковь. Такая. Ой, как солнце еще светит. Ой, а погода-то разгулялась, да? Сейчас, кстати, везде холодно. Вот. Просто холодно. И вот под вечер погода начинает разгуливаться. Яркое солнышко. Слава богу, дождик не капает, да? Но мы подготовились, мы взяли с собой зонтики. Ой, церквушка. О, там такие домики. Старинные все. Выложено, да? А, на улице
Вот здесь, да. Ничего себе, прямо сюда поворачивает. Класс! Мне так нравится. Смотрите, как красиво. А я тут. А я тут. Принца нашла. Советская площадь, бывшая Пятницкая. Ой, музей гидроэнергетики тоже интересно. Женский монастырь, Угличский Кремль, туристическая информация, Советская площадь, бывшая Пятницкая. Воскресенский мужской монастырь, город Углич. В 13 веке основан. Он действующий. Смотрите. А я вот поймал, меня перейдет, и сюда прийти. Ух ты! Какая плотина мощная. Ух ты! А почему он такой идет? Ну там стоит турбина, и вода, вода крутит турбину. Обалдеть. А где корабль-то проплыл? Как он проплыл? Шлюзы? Да, где шлюзы? Я ничего не вижу. Вот шлюз. Я не вижу. Как такая махина тут проплыла? Где шлюзы? Знаю. Как она проплыла? Кого не понял, подожди. А может корабли дальше не ходят? Он развернулся, думаешь, да? А? Да. Да, вот они делают там сейчас. Да. Ну да. Слушай, они те лапы ведь не везде отсидели, даже там. Даже там? Еще настроящийся? Ага. Ну да, я даже не знаю, сколько градусов. 90? 90 почти. Если не больше. Ну да, все равно будет видно. Ух ты! Вон колокол. Мне кажется, там даже сейчас увижу кого-нибудь. Ну-ка. А сколько время, Ань? Почему они? А, половину было, да? Не прозвучали. Никого там не вижу.
В углу он расположен. 5 интересных фактов о Волге в Угличе. По одной из версий, название города Углич происходит от слова «угол». Ширина Волги в центральной части Углича составляет от 250 до 700 метров. Протяженность Волги в Угличском районе 47 километров. Ансамбль Угличского гидроузла 1935-1950 года является второй ступенью Волжско-Камского каскада ГЭС. Угличский шлюз – это единственный арочный шлюз на Волге. Перепад высот между нижним и верхним рельефом составляет 12 метров. На протяжении Великой Отечественной войны именно Угличская ГЭС обеспечивала Москву электричеством. До строительства каскада плотин на Волге средняя глубина фарватера в полноводные сезоны была от метра до 2, а в некоторых местах не превышала полметра. В засушливые годы, например, в 1882 в середине лета Волга мелела настолько, что ее переходили вброд. Ничего себе. Как будто бы, да. Такое ощущение, что мы на каком-то вообще юге, да? Ялте, да. Кипарисы. И вот там тоже Тверская область, Москва. Сцена. Вовина подпись. Мы сказочно богаты, а буква В скрывает. Пусть стоит пока. Вон, холопы живут пока. Сходил на разведку, да? Все хорошо? Смотри, кровать прям стоит на... Видишь? А, да. Кто-то спит и прям наблюдает на реку Волгу. А видишь, как построили еще, как бы вот так вдаль смотрит, да? Да, Не да. в лес, а именно вот на эту гладь, да? Да, вообще круто. Едем в Санец 20. Не знаю, вот тропа до сих пор идет, вот 1100 метров. Путь. Тут их 3. Тут что-то опять реставрируют. Ой, какие настилы, да? И так украшают. Смотрите, вот настоящая дорога. Ну да.
я тут как бы мало был. Может быть, раза или два. Наверное, раза два всего. И то я так мало помню. А вот Мышкин у меня более в памяти отпечатался. Вот мне завтра будет более интересно Мышкин даже. Потому что я там, ну, в командировке ездил. Когда тут дума была городская. Ага. Может, не говорил, музей гидроэнергетики. Она до Были 6. год. До Были 6 там. работает, тоже не успели. Тоже не успели. Жалко как. А завтра, если... Ага. Ну ладно, тогда уж не буду вас отвлекать. Я просто предупредить. А, это вот оттуда. Вон часики. Там уточки, видели? Да откуда музыка играет? Какая погода? Что смотрела? О, Во! Аня смогла! Чего? На своих лодочках никто не катает, да? Не гоняет. Нет, вообще понятие судоходства. Так хорошо, тут закат, да? Встречать. Солнышко садится, и так оно еще греет хорошо. Какие оконцы, интересно, что там у них, да? Ну вот ты в кассе билеты покупаешь, и там, видимо, ходишь. В это ладно, понятно. А Дворец там царевича снег, это не вонёво, Дмитрия. заставили Палата отдельных князей, Ну, что-то не верится, 1480-е годы. Неужели ну такая такие явно новые. Нет, это понятно. А вот эта кирпичная кладка, вы что, ходить в стиль готов? Не знаю, Подожди. я не знаю, я в шоке. Это вообще... А вы видите кирпичи, Оксана? Что? Вон даже вывеска. Точно, да, это Это с одно тех из самых древних зданий Руси. 1480 год. Вот это Русь. Одно из самых древних гражданских зданий Руси. Являлось частью княжеского дворца, построенного при князе Андрея Большом. В 1584 знаете, во чего? дворце жил последний сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Прямо Погибший 15 мая 1591 года, палаты реставрированной в 1892 году Султановым. Оксан, А, ты знаешь, что за отверстие? туалет? Как ты видела? Ну, мне кажется, туалет. Да, вот здесь под углом. О, представляете, да, вот как делали? Так, Обалдеть. выжигали, видимо.
Церковь царевича Дмитрия на Крови, 1692 год. Копия. А, это новый туда. Ну прямо камушки, и так же камушки сделаны. Ой, сколько тут всего, да? Ой, какая красота. А в Костроме, что ли, сегодня? 12 рублей. А, в самой Костроме. Где там, на подъезде к Костроме, тоже чуть-чуть. Андрею Большому, князю Угличскому. 1446-1493 год. Так, ну вот смотри, где мы. Вот мы здесь. Стадион даже у них. Вот. Кремль. Пляж у них даже есть, смотри. Пушкинская карта здесь работает. Мгм. Вот что здесь строится. Вначале похоже, как будто, знаешь, как дом, да, жилой комплекс. Ага, на самом деле нет. Регенерация историко-градостроительной среды. Вот так вот. Вот она. Кирпичная кладка. Городской пляж. Режим работы ежедневно с 11 до 19. Купание запрещено 500 метров. Переодевалочки вон стоят. Скамеечки. И там, смотрю, туалеты стоят вон. Оп-оп-оп. Вот ступеньки к ним. Тут на сетку натягивают, волейбол играют на песке. Это что такое тут интересное? Купаться запрещено. Скамеечки просто сидеть. Еще переодевалочки. О, песочек, ничего себе. Ой, какой закат красивый. Ой, какая красота. А, Тут куда ходится, вон градусов, смотри. Видишь, погрузка идет чего-то. щебня. Ну или разгрузка. Мгм. О, какой песок-то. А песок практически морской. Да, мелкий такой. Ой, какая красота, прелесть. Тут на улице жара обстояла градусов 25-30. Купаться вообще прикольно, только вода. Да? Да, как красиво. Поедет она может здесь. Ну-ка, сейчас потрогаем. Аня, как водичка? Ну так-то теплая. Теплая? Вообще Ну-ка. чистая вода. О, она теплющая. Да, Привет. теплая, да. Обалдеть. Вон Видимо, здесь мальчик, жарко он ходит, было. или девочка. Да, жарко было, да, ты это тоже? Да, вода Да, чистейшая. только сегодня дыбак. Ой, какая прелесть, как мне Вон, нравится. смотри, стоит. Мы не видели оттуда. Вон они, корабли-то. Вон корабль громадный стоит, видишь? Вот он, наверное, или шлюз ждет, или вышел из шлюза. Вон, видите, стоит? Вон. Да. А его оттуда не видно. И Да. здесь тоже, смотри. Работают краны. Ничего себе тут. Порт-то рабочий. И там тоже, смотри. Кран, Оксан. Вон, Как вон он тоже правильно вот называется? стоит. Не козловой, а как он, да? Как он этот кран Мостовой? называется? Мостовой, да. Козловой это вот такой, да? Козловой, да? Ага. Мостовой Еще есть кран. башены. Мы это проходили все краны. Ну, башенные это тут такие, башенные это на строительстве. А на разгрузках? Пляж прикольный, и вода чистая, все. Да. Все начинается с вешалки. Сняли мы квартиру. Я заболелся. Все в зеркалах. Ай, тут есть свет.
О, ничего себе, какие часики, только сейчас увидела. Вот тоже так интересно сделано. Так. Еще одна комната. Ой, как ярко, ничего себе. Да, вид у нас красивый. Ой, и погладить можно тут даже. Ну-ка, тут что? Разные цвета. О, ничего себе. А тут где свет? Мне кажется, где-то снаружи, нет? Мгм. О, ничего себе, как красиво сделано. Камень с дерева. И кухня. А в кухне